В феврале столица Узбекистана примет первый международный форум Uzbekistan Airports, Aviation and Logistics Forum. Каковы цели и дальнейшие перспективы проведения мероприятия подобного масштаба? В первую очередь, авиафорум поможет привлечь ведущие мировые авиакомпании в страну. Об этом и о многом другом речь пошла на специальной пресс-конференции. Ожидается, что в международном авиафоруме примут участие руководитель Министерства транспорта, высокопоставленные представители аэропортов, авиационных и транспортных компаний Великобритании, Германии, Франции, Канады, Индии, Бразилии, Турции, Кувейта, Египта, России, Китая и Южной Кореи. Форум посвящен развитию авиации и аэропортов в Узбекистане. Этот сектор, который, надо прямо сказать, в своем развитии несколько отстает. И одна из ключевых задач этого форума – привлечь международных партнеров, как я уже говорил, и для создания новых авиакомпаний, совместных авиакомпаний, для развития наших имеющих авиакомпаний, в том числе Хавой Лары, Узаэропортс. То есть и планируется обсуждение вопросов о приобретении новых самолетов, новых вертолетов, и с тем, чтобы рынок авиауслуг был развит. Мы планируем это делать абсолютно прозрачно, на основе тендеров. Также в рамках международного авиафорума будут проведены множество встреч на высшем уровне, конференций, выставок и интересных презентаций, касающихся в том числе и вопросов развития туризма. Основной наш, скажем, инструмент по привозу в страну туристов – это авиакомпании. И с этой точки зрения, для того, чтобы добиться тех целевых показателей, достаточно высоких показателей, поставленных руководством страны, нам необходимо улучшать, увеличивать авиасообщения с разными странами, нашими соседними странами, странами СНГ, Ближнего и Дальнего Востока, азиатских стран. И я надеюсь, что по итогам данного форума будут заключены много полезных и нужных договоренностей между нашими авиационными властями. По мнению заместителя премьер-министра, председателя Государственного комитета по развитию туризма Азиза Абдухакимова, из-за удачной территориальной расположенности, климата и великого множества уникальных исторических мест, потенциал Узбекистана в развитии конкурентоспособной на мировом рынке авиаотрасли очень велик. В первую очередь мы должны думать, чтобы рабочие места у нас создавались и доход у нас оставался. Поэтому для Узбекистана очень выгодно, чтобы в первую очередь наш национальный флагман, Хавой Лары, побольше самолетов имело, побольше осуществляло рейсов, тогда они будут зарабатывать деньги и потом платить налоги, и здесь рабочие места создавать. Точно так же, если появится сильный партнер, вот вы сказали 5, у нас вот уже есть Хумо, один, Узбекистан Helicopters, еще вам одна компания. Вот сейчас Lux Aviation из Люксембурга тоже, они хотят вертолетную авиакомпанию здесь открыть. Есть еще несколько крупных структур, которые готовы прийти сюда со своими самолетами, 10-15 самолетов, и чтобы он был резидентом Узбекистана, главное. Если он будет резидентом Узбекистана, естественно, завтра он будет налоги оставлять здесь, рабочие места будут в Узбекистане. Напомню, что проведение международного авиационного форума запланировано на 19-20 числа февраля этого года. Площадкой для этого выбран национальный выставочный комплекс «Узэкспоцентр».